Добрый вечер. А теперь о главном. В Бишкеке уже второй день проходят митинги по проблемам границ Баткенской области. В них участвуют приехавшие в столицу жители Баткена, а также живущие в Бишкеке выходцы из Южной области. Проблема одна – побыстрее делимитировать неописанные участки границы и затем срочно все демаркировать, чтобы больше вообще не возникало никаких инцидентов. Проблема не решается уже в течение 30 лет, а в это время жители соседних Узбекистана и Таджикистана явочным порядком переселяются на кыргызские земли, покупая на приграничной территории дома тех, кто уезжает в Бишкек или в Россию. И это выгодно как этим жителям, так и властям соседних государств. Чем дольше такая ситуация будет длиться, тем больше территорий они в будущем могут получить. Стоимость жилья на той стороне границы гораздо выше, чем на кыргызской стороне, так как у соседей плотность населения выше. Поэтому надо удивляться тому, что соседи еще не все захватили в результате ползучей экспансии. Премьер-министр Улукбек Марипов выступил сегодня в прямом эфире через Facebook и назвал жителей Баткена героями. Если бы не их самоотверженность, ситуация могла быть много хуже. Каждого нашего гражданина, который проживает на границе, я считаю героем. Они охраняют границу как пограничники. Сама такая жизнь – это героизм. Поэтому мы должны помогать нашим гражданам. Строить инфраструктуру. Мы сейчас думаем над этим. Я считаю, надо дать Баткенской области особый статус. Это сейчас рассматривается. Но и прежние власти хвалили баткенцев, а депутаты предлагали даже придать приграничным районам особый статус. Однако слов и намерений мало. Необходимы реальные действия. Марипов возлагает большие надежды на назначенного вчера губернатором Баткена, как он сказал, комиссара катания, генерала Умурбека Суаналиева. Решить приграничные вопросы обещал во время предвыборной кампании и Садыр Джапаров, когда был в декабре в Баткене. В дальнейшем, чтобы не было пограничных инцидентов, надо вопросы спорных земель решить с соседними государствами путем переговоров и с обязательным учетом мнения местного населения. Государство должно взять на себя заботу о жителях сел, расположенных вблизи границы, предоставить им льготы и направить на это все свои силы и энергию. Главное, надо склонить руководство соседних Таджикистана и Узбекистана к скорому решению вопроса границ, а после этого необходимо добросовестно и скрупулезно, но и не затягивая, провести делимитацию. Наши чиновники, как и все остальные граждане, не очень любят ежедневно кропотливо работать. Если не получается что-то решить сходу, они часто перестают этим заниматься. И это наше отличие от соседей, которые именно так, ежедневно, шаг за шагом, где правдой, а где и хитростью добиваются своего и не опускают руки ни при каких неудачах. И главным их преимуществом является то, что желание их местного населения и общие намерения их высшего руководства совпадают по направлению стратегически, чего не скажешь про кыргызскую сторону. Особого внимания требуют анклавы. Печально, но факт то, что размеры таджикских и узбекских анклавов на территории Кыргызстана растут и территориально, и по населению, а кыргызские эксклавы на территории соседних государств, например, анклав Барак в Узбекистане, со временем уменьшаются и исчезают. И никого такие принципиальные вещи особенно не волнуют. Оказалось также, что у Кыргызстана нет хороших переговорщиков и дипломатов, которые могли бы решать подобные вопросы. Однако новым властям в последние месяцы хорошо удавалось заставлять некоторых чиновников и политиков добровольно делать то, что желалось власти. Пора, может быть, применить этот опыт и в отношении соседних стран, чтобы они пошли навстречу. Это была программа о главном. Ее вел я, Нарын Аеп. Всего вам хорошего и до свидания.